Всем привет! Продолжаем нашу серию роликов про финансовую грамотность. Просто, по делу и без занудства. Сегодняшняя тема особенно актуальна. Как собрать ребенка в школу и не разориться. Потому что, согласитесь, 1 сентября – это стресс не только для школьников, но и для родителей. Уже представляете эти бесконечные списки, очереди в магазинах и растущие траты? Знакомо, да? Но не паникуем. Сейчас расскажу, как подготовиться к школе спокойно, с умом и без лишней нервотрепки. Главное – немного здравого смысла и финансовой грамотности. Списки наше все. Первым делом список. Нет, не в голове, а прямо на бумаге или в заметках. Тетради, ручки, форма, обувь, кружки, все, что нужно. А потом второй список. Все, что есть дома. Если ребенок не первоклассник, наверняка осталось что-то с прошлого года. Списки – это ваш антистресс. Они помогают не забыть важное и не купить лишнего. Вовлекайте ребенка. Да-да, пусть сам выбирает пенал, рюкзак, считает на калькуляторе, помогает с выбором. Это не только весело, но и полезно. Так он учится понимать, что деньги не растут на деревьях, а покупки требуют планирования. Финансовая грамотность с детства и в игровой форме. Разделите покупки на «нужно» и «хочу». Особенно если у вас есть подросток, который хочет все самое модное, как у друзей. Объясните ему, что есть вещи первой необходимости, а есть по желанию. Что-то можно купить позже, что-то в подарок. Это экономия и урок расставления приоритетов. Установите лимит. Сколько вы готовы потратить на подготовку к школе? Не «ну посмотрим», а конкретную сумму. Разделите ее по категориям: канцтовары, одежда, обувь, кружки. Это поможет вам держать все под контролем и не уйти в минус. Не откладывайте все на последний момент. Покупать все в последнюю неделю августа – это как участвовать в голодных играх за последнюю тетрадку в клетку. Начните заранее, а что-то можно и после 1 сентября купить, когда в школе дадут полный список необходимого, и ажиотаж спадет. Сравнивайте цены, не хватайте первое, что попалось. Сравнивайте цены в разных магазинах, в том числе онлайн. Загляните на ярмарки школьных товаров, используйте кэшбэк-сервисы и промокоды. Подпишитесь на рассылки, там часто бывают хорошие скидки. И не забывайте про маркетплейсы, там можно найти нужное дешевле. Не все должно быть новым. Если рюкзак или форма в хорошем состоянии, зачем покупать новые? Можно даже устроить мини-обмен с друзьями или родственниками. У кого-то осталась почти новая форма, а у вас тетради. И экономия, и забота об экологии. Заложите запас на непредвиденные расходы. Сколько бы вы ни планировали, всегда всплывает что-то неожиданное. Сборы в класс, подарок учителю, кружки. Лучше сразу запланировать 10-15% на такие мелочи. И потом не нервничать. Не хватает – это не конец света. Даже если все спланировали, а денег все равно не хватает, это нормально. Главное не паниковать. В такие моменты кредит может быть не долгом, а поддержкой. Главное брать его с умом, на понятных условиях и с расчетом на свои силы. Если вы тоже об этом думаете, то, например, в приложении ЖНМДА можно оформить кредит в пару кликов. И там еще бонусы приятные. 15 гигабайт интернета, плюс 1% кэшбэка на Симпли и до 3 платежей в подарок. Вроде мелочь, а приятно. В итоге собирать ребенка к школе – это не только про покупки. Это про планирование, про умение принимать решения и, конечно, про заботу. Финансовая грамотность – это не про ограничения, это про уверенность. И мы здесь, чтобы поддержать вас в этом.